Фермерское хозяйство Мустафы Мальсагова раскинулось на 35 гектарах, и вся эта площадь отведена под посев кукурузы. В основном это ранние сорта семейства злаковых, чтобы провести уборку осенью вовремя и засеять поля озимой пшеницей. Кроме того, на 10 гектарах фермер планирует взрастить фасоль. Фасоль вообще вот это бобовый хороший предвестник любых зерновых, любых культур, потому что она корневая система, сама вырабатывает азот, оставляет его в почве. Со слов фермера, семена для посадки кукурузы, а также гербициды для обработки почвы и удобрения предоставили в Министерстве сельского хозяйства региона в рамках субсидирования. Поля, засеянные злаками, очищаются от сорняков. Это основа богатого урожая. Слова подтверждают и показатели. В прошлом при засухе мы взяли 4,5-5 тонн. С одного гектара? С одного гектара 5 тонн взяли. Но в этом году мы рассчитываем не менее 7, потому что погодные условия знаем, какие хорошие были. А это уже поля государственного унитарного предприятия «Назрановское». Более 3500 гектаров, 1200 из которых пахотные, 200 для сенокоса. Остальная площадь, растянувшаяся в сторону Малгобекского района, предназначена для пастбищ. На сегодняшний день сельхозугодий уже собрали урожай ярового ячменя. Площадь ячменя у нас составляла 175 гектаров. Более 40 центнеров с гектара у нас вал. Семена оригинальные, сорт «Космос». Мы делали листовую подкормку, обработку против болезней. Под кукурузу здесь отведено 440 гектаров пахотной земли, для картофеля 20 га, а озимая пшеница на семена раскинулась на 40. Накануне здесь провели дессекацию. Эффективен этот агроприем во влажную погоду, когда во время уборки моросят дожди. После обработки вышеуказанным способом семена не нуждаются в сушке и очистке. Их можно сразу отправлять на хранение. Планируемая урожайность около 50 центнеров с гектара. 250 гектаров подсолнечника взращивается и в государственном унитарном предприятии «Магаз» в сельском поселении Сурхахи. Сорт масляничной культуры, то есть урожай, экспортируется в основном в Краснодарский край, где изготавливают подсолнечное масло. На картофель и кукурузу здесь отведено под 300 гектаров. Злаки планируют собрать с полей в конце октября. Уборочная кампания продолжается и в ГУПе «Дружба» в сельском поселении Плиево. Золотые колосья пшеницы целыми рядами отправляются в жатку комбайна. Средний показатель сбора пшеницы с 1 гектара варьируется до 35 центнеров. Мох пристебям, овес тоже, можно сказать, закончили, вот осталось. Начали пшеницу. Идет уборка вовсю. Если в сравнении за прошлогодним периодом? В этом году, я думаю, лучше, значительно лучше. Это не все богатство ГУПа. Едем к Кашаре. Здесь 1500 голов мелкорогатого скота, когда за прошлый год численность составляла чуть более 1000. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, показатели животноводства по сравнению с прошлым годом увеличились и в целом по республике. В 2021 году, в 2020 году у нас там было очень мало, где-то 3-4 тысячи голов было. И этого не было. А сейчас уже 14 тысяч на данное время. С каждым годом приплод у нас, и мы за счет этого увеличиваем поголовье. Заготавливаем корма для этого общественного скота и овец. Заготовили уже корма. Сейчас одновременно идет заготовка корма по всем хозяйствам. И я думаю, если дальше вот так пойдет, мы 20 тысяч уже сделаем поголовье. Развитие сельского хозяйства в 2023 году наблюдается по многим фронтам. В том числе увеличиваются показатели урожайности по растениеводству и картофелеводству. По сравнению, в 2022 году у нас было где-то 70-80 гектар, а сейчас увеличили 190, если взять картофель. Овощи тоже увеличили. И я думаю, с каждым годом будем увеличивать. Цель такого стратегического развития сельского хозяйства – отказ от завозимой и заполнение регионального рынка собственной продукцией, так сказать, внутреннее импортозамещение. А это приемлемые цены и гарантия качества и, несомненно, подъем экономического сектора. Идется на фермерах, на государственных унитарных предприятиях. Все государственные предприятия в дальнейшем сегодня они выращивают и в дальнейшем будут выращивать овощные культуры. Вместе с тем же мы сейчас начали, тоже программа есть по тепличного хозяйства. У нас есть агрокомплекс Суджа, где мы производим томаты, в основном выращиваем томаты. И мы
мы с каждым годом увеличиваем. Там 10 гектаров, в дальнейшем уже будет 20 гектаров, 30 гектаров. И увеличение пойдет у нас. И за счет того, что мы дополнительно вносим удобрения, средства защиты растений, мы начали увеличить урожайность этих культур. Даже зерновые, за счет того, что мы вносим удобрения, мы подняли урожайность. 35, выше до 40 поднимаем урожайность. Если еще 10 или 5 лет назад в Ингушетии в государственных унитарных предприятиях аграрии не занимались столь массовым овощеводством, как сейчас, и, к примеру, борщевой набор завозился из других регионов, то сейчас региональное хозяйство активно заполняет ими родной регион. В одном лишь Гупе Беркут, что в Малгобекском районе, посеяли овощи на 25 гектарах. Для сравнения, в прошлом году эта площадь составляла только 20 га. Только формируется плод, да? Да, формируется плод. Где-то урожай будет к сентябрю. В прошлом году мы посеяли капусты всего 2,5 гектара. В этом году еще на полгектара больше, 3 гектара посеяли. Это уже успех. Успех, да. Наращиваем. В любом случае не уменьшаем, наращиваем. Лук здесь растет на 5 гектарах, на 1 больше, чем в прошлом году. В чем преимущество лука? Лука можно... Ранний лук бывает, поздний лук. Вот в данное время вот мы видим вот лук сзади нас. Там это уже второй урожай. Если вовремя вот реализовать его, и они на 3-й урожай идут. Перец болгарский занял целые 2 гектара. Свое место под солнцем заняли еще и баклажаны, морковь, кабачки, свекла, петрушка, укроп и картофель. Было засеяно 7 гектаров. С гектара получили где-то, еще не полностью не реализовали, где-то примерно получили 150-170 центнеров. Это все при том, что эти площади земли самые засушливые, спасает лишь Алханчурский канал. Аграрии прибегают к нехитрому капельному поливу, очищают от сорняков и ухаживают за всходами. А это постоянный, круглосуточный и тяжкий труд. В 2022 году глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в ходе инспекционной поездки по государственным унитарным предприятиям сделал акцент на увеличение посевной площади для овощных культур. И если дальнейшее так будем продолжать, то нам не надо будет завозить овощи. У нас своя продукция будет. Не эту продукцию сегодня выращивают и продают в Малгобеке городе и городе Назрани. Реализация идет. Там они сдают эту продукцию, продают. И намного ниже цены пошли, чем в прошлом году, ниже цены. Потому что чем больше будет продукции, цены будут ниже. Что говорить о региональном рынке, если даже во время тяжелой эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, овощная продукция становилась дефицитной во всем мире. Тут важно было собраться и действовать решительно. Если по сравнению с 2022 годом, если мы скажем, я думаю, мы уже 50-60% уже решаем проблему овощей. Если в дальнейшем мы так пойдем, мы уже 80% будем решать. По картофелю даже больше у нас. Я говорил 50%, еще больше по картофелю. Потому что у нас и в Сунжском районе картофель есть, во всех районах картофель у нас выращивается. 1000 гектаров, это же большое подспорье. О том, как важно скоординировать все усилия для эффективного решения задач по развитию конкурентоспособного агропромышленного комплекса, сказал и глава региона. Особенно в условиях нестабильной глобальной экономической ситуации и необходимости импортозамещения ресурсов производства. О том, что сельскохозяйственная отрасль Ингушетии по различным направлениям в первом полугодии показала улучшение результатов работы, рассказал и глава региона. Махмуд Али Калиматов отметил, объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на 108% превышает уровень прошлого года. Адам Мережков, Джамалил Султыгов, Акрамат Дасхоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.